Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия Лайф», проект «Мой доктор», с вами Иван Луцкан. В каком бы времени мы ни жили, и взрослым, и детям всегда напоминают безопасность, личная ответственность каждого из нас. Но насколько хорошо мы знаем, какие действия необходимо совершать, когда человек потерял сознание, или что делать, если человека укусила пчела, и что делать, если человеку на улице стало плохо, а рядом кроме тебя никого нет. Об этом и не только мы поговорим сегодня с нашей гостьей, врачом-анестезиологом и реаниматологом, главным внештатным специалистом Минздрава Республики по оказанию первой помощи Натальей Ивановой. Наталья Георгиевна, добрый день. Добрый день. Принято считать, что врачи-анестезиологи и реаниматологи – это чаще всего мужчины. Перед собой я вижу очаровательную девушку. Почему вы выбрали такую сложную профессию? Чисто по любви. Раньше же, когда мы заканчивали в 2000-х годах, это такого же не было меркантильного какого-то интересного. Это был чисто вот любовь к профессии. Да, то, что вот о зарплате не думали, хотели спасать жизни людей. И я работала сестрой-анестезисткой в начале своей карьеры, можно сказать. Да, и вот знала кухню реанимационного отделения, я полюбила эту профессию, поэтому пошла. И сейчас тенденция такова, что женщин стало очень много в нашей профессии, такой тяжелой профессии, как анестезиология, реаниматология. Ну, теперь уже углубимся, да, в вопросы анестезиологии и реаниматологии. С какими проблемами чаще всего поступают к вам пациенты? Есть ли какая-то сезонность или закономерность? Хотя с учетом того, что вы работаете в РБ-1 все-таки с мамочками будущими. Я работаю в перинатальном центре, Национального центра медицины, в отделении акушерства и гинекологии, анестезиологии и реанимации. Работаю 17 лет. Сезонности у нас нет. Как беременные поступают, так и поступают днем и ночью. Поэтому вот единственное, что хочу отметить, вот в течение тех лет, которые я работаю, все-таки стало тяжелых женщин с сопутствующей патологией, сердечно-сосудистой патологией, совсем молоденькие девушки. Там 20, 25 лет, 30 лет страдают гипертонической болезнью, как третьей степени, понимаете, да, это и сахарным диабетом. И таких больных, к сожалению, стало очень много. Раньше, если мы работали только на оперативный план, чисто потому что они не могут разродиться сами, а сейчас больше показаний из-за того, что сопутствующие патологии присоединились очень. Поэтому вот так. А с чем вы сами это связываете? Наверное, это сейчас рожают девушки 20-летние, 30-летние, да, это получается 90-х годов рождения, 2000-х годов рождения. Поэтому, наверное, с временем рождения их, да. То есть какие-то стрессовые факторы, Стрессовые тип факторы, питания? Да. 90-е, рыночные 90-е годы, дефицит всего, витаминов, еды должен быть. Поэтому... Что такое все-таки первая помощь? И надо же все-таки проводить градацию между медицинской первой помощью, доврачебной медицинской помощью. И чем она отличается от... Конечно, это большое различие, потому что первая помощь и первая медицинская помощь — это этапы единого оказания помощи. То есть если на догоспитальном этапе любой человек может оказать первую помощь, да, если остановить кровотечение, просто прижав рану, да, приехала скорая медицинская помощь, тут уже начинается специализированная первая медицинская помощь, да, и, конечно же, цели первой помощи и первой медицинской квалифицированной нашей медицинской помощи, конечно же, разные. Если на этапе первой помощи мы останавливаем кровотечение, и цель его — это временная остановка до приезда скорой медицинской помощи, либо до прибытия их в лечебное учреждение, то цель медицинской помощи — это остановка, хирургическая остановка причины, проведение противошоковой терапии, если того оно требует, если кровопотеря сопровождается геморрагическим шоком. Понимаете, это две разные вещи. И мероприятия разные, и ответственность за них разная. Если на этапе первой помощи, скажем так, если человек не оказал или оказал не так, да, то юридическая ответственность совсем другая. Например, это вот оставление в опасности, да, либо это вот ситуация крайней необходимости. Это вот основные статьи касательно первой помощи в Уголовном кодексе Российской Федерации. Да. А все-таки врачи нас, которые находились при службе и оказали недолжным образом медицинскую помощь, все-таки это некачественное оказание медицинской помощи, которая также имеет совсем другую... Уголовные последствия. Да. Поэтому вот не только мероприятия, объем мероприятий, да, но и последствия разные. И их не надо путать. Вот это этап первой помощи, этап первой медицинской помощи.
Это совсем разные вещи. Кто может оказывать первую помощь, а кто уже первую медицинскую? Если я сейчас здесь окажу, мы с вами окажем какую-то помощь, это всего лишь будет первая помощь. Если, допустим, здесь в студии кто-то упадет, мы, даже если несмотря на то, что мы квалифицированные врачи, да, все равно это будет первая помощь. Вот скорая приедет, это будет первая медицинская помощь. Да, и я очень много часто читаю в СМИ и вижу то, что врачи оказали высококвалифицированную помощь где-то там в самолете. Такого быть не может. Это только объем первой помощи. Первая помощь про теорию или все-таки про работу руками? Конечно, и на этапе первой помощи это работа руками. Конечно же, хорошо знать теорию и практику всецело, понимать, что произошло, да, и что нужно сделать, чтобы это острое состояние ликвидировать. Понимаете? Но все-таки первая помощь — это работа руками. Как остановить, как наложить давящую повязку, как наложить жгут, как провести искусственное дыхание или другие методы обеспечения проходимости дыхательных путей на этапе первой помощи, или тоже провести, скажем так, компрессию грудной клетки, конечно же, работа руками. Но при этом, если вы будете знать, почему вы делаете, вы будете точно определять состояние, нужно ли накладывать жгут или давящую повязку, это будет очень хорошо, конечно. Поэтому вот сейчас обучение населения навыкам первой помощи очень актуальный вопрос. Вот как раз вы активно занимаетесь этим продвижением вопроса и сами проводите занятия по оказанию первой помощи. Вот те же самые автошколы. Кто должен там заниматься преподаванием оказания первой помощи? Специализированный преподаватель или же все-таки человек с медицинским образованием? Вы знаете, таких четких градаций нету. Сейчас у нас по России есть единый штаб, скажем так, специалистов, главных внештатных специалистов Минздрава по регионам. У нас есть главный внештатный специалист Минздрава РФ, дежурный Леонид Игоревич. Он всех нас собрал, всех обучил, всех держит под контролем. И вот сейчас идет систематизация обучение, потому что все-таки обучение — это творческий процесс. Кто-то скажет так, кто-то скажет сяк, понимаете, да, при одних и тех же вопросах. Это довольно-таки... И до сих пор я встречаю очень разные такие вот понятия по первой помощи, да. Все-таки сейчас главное систематизировать процесс обучения, чтобы он был единым по всей территории Российской Федерации, понимаете, да? И тех людей, которые обучают первой помощи, конечно же, нужно гонять, и чтобы они обучались сами, чтобы были на соответствующем уровне, чтобы работать с населением, чтобы рассказывать, как это. И, конечно же, если это будет врач, медицинский работник, который сам оказывал неотложную экстренную помощь, сам попадал в ситуацию, когда человек задыхается, когда человек упал и получил какую-то травму. Да? Это будет очень хорошо, если будут заниматься медицинские работники, поскольку это люди подкованные и знающие основу здоровья человека. Ну, даже иногда вот мы сталкиваемся с такой проблемой, как разные подходы в оказании первой помощи. Одна литература так дает, там, читаешь другую, там несколько иначе все преподносится. А вот вы видите, какие еще проблемы при оказании первой помощи организационные? Вы знаете, это очень правильный, очень хороший вопрос, потому что в 2020 году НКО «Школа первой помощи Республики Саха-Якутия» выиграл грант фонда президентских грантов с проектом «Руки первой помощи Якутии». Я была в Булунском улусе, в Тиксе, я была в Саскалахе на Барском улусе, я была в Емиконском улусе, я была в близлежащих улусах, да. И я четко поняла, что доступность информации, да, это большая проблема. Раз, да. И второе, вот, в труднодоступных местах, где медицинская помощь вообще очень труднодоступная. Понимаете, в 100 километрах находится там ФАП. Да, и всего там один фельдшер. И чтобы хотя бы дождаться этой скорой помощи или самим доехать в вот таких жестких жизненных условиях, когда невозможно, нету этого медицинской помощи, да, люди должны уметь оказывать первую помощь. Это очень актуально. Я это своими глазами увидела при реализации этого проекта, то, что людям нужен этот проект. Не только вот здесь в городах, да, когда сидим, там рассказываем. И вот сейчас стало очень много говорить в средствах массовой информации. Это так, да. А в жизни, в практике, да, это совсем так. Тяжело на северах, тяжело в отдаленных улусах.
где нет вот, То есть возможности. сейчас проблема заключается в том, чтобы как раз приблизить уровень образовательный по оказанию первой помощи к населению. Да? То есть создавать курсы по возможности, их чаще организовывать, количество их увеличивать Да. и охват, самое главное, населения, чтобы больше знало людей. Но я еще хочу сказать то, что все-таки данное обучение для простого населения, понимаете, должно быть максимально доступным. Сейчас же все упирается в финансы, понимаете, да? Это раз. И второе упирается в то, что вот должны пройти, это должно быть желание населения, да? И плюс доступность, понимаете, да, обучающих семинаров для населения, тогда будет больше эффекта от этих проводимых мероприятий. Чтобы на семинар не гоняли, там, если не пойдете туда руководители, Ну да? да, это у нас А люди да. сами желали уметь оказывать первую помощь. Насколько далеко вперед шагнула медицина в вашей поле деятельности, ну, за последние 10 В лет? реанимации, в анестезиологии реанимации, конечно, я хочу сказать, что в этом году исполнилось 60 лет нашей анестезиологической службе республики. Да, в 1962 году были открыты 2 противошоковые койки в условиях Якутской городской клинической больницы Робертом Ахметовичем Бергазовым. Это был такой врач-травматолог, энтузиаст, активист очень. И вот благодаря ему вот стала развиваться наша специальность. Всего лишь 60 лет. Ну, какой прорыв. Сейчас в одном национальном центре медицины 6 реанимационных отделений. Представляете? И все они специализированы. Кариососудистая, детская, там акушерская гинекология, там детская. Понимаете, да? Поэтому вот это очень большой прорыв. А вот если понимать процесс здоровья, за гранью здоровья начинается болезнь, за гранью болезни начинается состояние декомпенсации, когда человек уже не может сам себя компенсировать, когда он уже уходит в состояние очень тяжелое, понимаете, да, агональное состояние. И вот такие больные — это поле деятельности врачей-анестезиологов, реаниматологов. Поэтому вот разделение труда на специализации сейчас, конечно же, очень большой прорыв. В каких ситуациях жизненно необходимы навыки оказания первой помощи? Ну, давайте, может, там 3 самые распространенные ситуации. Самое жизнеугрожающее состояние, вот обязательно нужно сделать, это состояние кровотечения. От кровотечения люди умирают на глазах. Всего, если вспомнить физиологию человека, там для взрослого человека там, 60 килограмм всего 5 литров крови. А вы понимаете, принцип открытого крана — это же пару минут при большом, там, скажем так, внутреннем кровотечении, при повреждении больших крупных сосудов. Магистральных, да. Да, поэтому вот это всего пару минут. И если вот и речь идет об наружном кровотечении, когда мы действительно видим, можем прижать, что-то сделать, наложить жгут, это состояние кровотечения, требующее вот незамедлительной помощи. Раз. И вторая ситуация — аспирация инородного тела в дыхательные пути, что у детей, что у взрослых, например. Да, если вот крупная деталь, да, застряла где-то в дыхательных путях, представляете, это вообще красочная, очень эмоциональная картина, когда человек задыхается, не может вдохнуть, выдохнуть. Конечно же, это требует незамедлительной помощи, оказания первой помощи. Я могу даже рассказать про эту ситуацию. Вот коллеги со станции скорой медицинской помощи пару лет назад рассказывали, что приехали на вызов, человеку плохо стало. Да, и вот человек значит, кушал шашлык в строительном рынке. Там же есть места, где там можно много, покушать. да. Да. Вот как раз-таки он поперхнулся, а люди не поняли, что аспирация произошла вот, шашлыком в дыхательном пути. И, к сожалению, человек там вышел совсем с глубокими такими там, осложнениями. Но если бы эта ситуация бы разрешилась уже на месте события, и даже, возможно, человек бы не госпитализировался бы. Понимаете, насколько эффективна первая помощь может быть при своевременном и правильном ее оказании. Поэтому вот. И ситуация, конечно же, когда вообще требуется вот незамедлительная помощь, когда человек без сознания и без дыхания. Когда вот на ваших глазах он там упал, потерял сознание, дыхания точно нет, конечно же, человек в агональном состоянии. Если даже бьется сердце, нужно начинать реанимационные мероприятия по восстановлению жизни в этом человеке. Ну вот, мы сейчас как раз чуть дальше поговорим о всех этих проблемах, о которых вы писали, да?
чаще всего. А вам самой приходилось оказывать Да. помощь человеку на улице? Да. Что это были за случаи? Это не на улице, это в самолете как раз-таки. Было два случая. Значит, нерадивые родители. Значит, я вылетела в Москву, а там была семейная пара. Маленький ребенок, это лет 7-8. Что-то вот взлетели, через там, минут 20-30 ребенку стало плохо. Плохо, голова сильно кружилась, там тошнота, рвота. Я думаю, какая-то инфекция. Я позвали, я подошла. Ну, при потом сборе анамнеза мать рассказала то, что накануне ребенок сильно ударился головой. Перед прям вылета. Не обратили в лечебное учреждение, с этим состоянием увезли ребенка, посадили в самолет. Конечно, все это вполне возможно было бы сотрясение головного мозга. Но ситуация была такова, что вот между вот вроде ребенку хорошо, потом опять плохо хорошо. И вот мы хотели посадить самолет в одном из городов, да, ну вот мама настояла, что вот у нас пересадка потом и так далее, и так далее. Вот понимаете, вот в чем ценности, да, нас, людей, там, жизни и здоровья наших близких, родных, либо там успеть на пересадку, какие-то финансовые вопросы, тоже, понимаете, да. Это была такая ситуация, очень такая, я задумалась потом над ценностями жизни. И вторая ситуация была, сахар упал у женщины, сахарный диабет, благо у нее был глюкометр, там покушала конфетку, все, благо все хорошо прошло. Но по долгу службы мы каждый день бежим на вызова всякие вот. И всегда страшно, сколько ни работай, сколько ни беги на эти вызова, все равно какой-то, не скажу, что страх, а волнение за здоровье, волнение за свои какие-то профессиональные способности, конечно же, они есть. Ну, теперь к практической, наверное, части. Ну, будем предполагать, что я обычный житель, и буду задавать обычные вопросы, которые могут случиться с каждым. Итак, человек без сознания. Что делаем? Вы знаете, без сознания, да, есть четкие алгоритмы, два вопроса, которые мы должны с вами ответить на этапе первой помощи. Если я как врач могу подойти и оценить состояние на профессиональном уровне, да, и понять, что же с ним произошло, то обычные люди должны понять всего два вопроса. Действительно ли он потерял сознание, да, и оценить дыхание. То есть я подошла к нему, если ситуация безопасная для меня, там это не улица, понимаете, да, там проезжая часть, понимаете, либо это дорожно-транспортное происшествие, часто бывает угроза опрокидывания машины или взрыва машины. То есть оценила безопасность, подошла, оценила ситуацию, да, и должна понять, в сознании ли он. А как это делается? Очень просто поговорить. Если человек в сознании, он откроет глаза, скажет: у меня сердце болит, мне плохо дышать, у меня что-то болит, что-то не так. Да? Это очень хорошо, если он на вас реагирует. И совсем плохая другая ситуация, когда он там закатил глаза и не отвечает на ваши вопросы. Понятное дело, что он без сознания, понимаете, да? Это одно. Второе, если я поняла, что человек не отвечает, продуктивного контакта с ним нет, я должна понять, дышит ли он. И вот оценка дыхания является основополагающим и тактикоопределяющим на этапе первой помощи. Потому что оценки гемодинамики никак не измеришь и не оценишь людям, не медикам, на этапе первой помощи, понимаете, да? И поэтому визуальная оценка дыхания является основой понимания тяжести состояния. Если человек дышит, он живой. Если не дышит, ему совсем плохо, и нужны совсем другие мероприятия, понимаете, да? Если человек просто упал без сознания, такая ситуация очень часто бывает на фоне стресса, либо на фоне какого-то тяжелого состояния, инфаркта, инсульта, потерял сознание, уложить его на бок. Неважно, с какой стороны, слева, справа. Стабильное боковое положение есть единое такое противошоковое положение сейчас, да? Это делается с целью профилактики, аспирации рвотных масс дыхательных путей. Вдруг этот человек недавно пообедал, потом приступ случился сердечный, упал в обморок. Это все может в бессознательном состоянии привести к аспирации рвотных масс дыхательного пути, что может усугубить состояние человека, понимаете, да? Поэтому это стабильное боковое положение, человек в обмороке. Но если человек без сознания и без дыхания, мы должны начать сердечную легочную реанимацию, базовую ее часть. А базовая ее часть по приказу Минздрава входит в состав оказания первой помощи. То есть это может быть оказано любым человеком, любым. Да? Поэтому таким образом. Что делать, если у человека внезапно остановилось сердцебиение, дыхание?
Ну, то же самое. Вот СЛР. Да, сердечно-легочная реанимация, базовая ее часть. Если, ну, если говорить... Соотношение какое? Да, Один вдох, сколько нажать? Да. Два вдоха, сколько нажать? Да. Вообще нужно понять, для чего мы делаем базовую сердечную легочную. Как говорится, мои старшие коллеги всегда говорят, и обезьяну можно научить интубировать, понимаете, да? Это базовая трахея. А самое главное понять, для чего. Понимаете, мы должны всецело понимать, для чего все это и делаем. Базовая сердечно-легочная реанимация в Российской Федерации состоит только из двух частей. Только из двух частей. Это вот компрессия грудной клетки и искусственное дыхание. Понимаете, да? Больше ничего не надо. Надо понять показания. Точно понять, что ситуация сознания без сознания, и человек точно не дышит. Это показания к проведению базовой сердечно-легочной реанимации. Оценка пульса на магистральных, да, артериях — это не обязательный компонент для людей, не медиков. Поэтому без сознания, без дыхания начинаем сердечно-легочную реанимацию в компрессии грудной клетки. 30 компрессий на 2 вдоха, 30 компрессий, 2 вдоха. У детей дошкольного возраста это соотношение составляет 15 к 2. 15 компрессий к 2 вдоха. И эти вот компрессии должна проводить сердечно-легочная реанимация до приезда скорой медицинской помощи, либо до четкого понимания, что человек ушел уже в состоянии необратимости. Все-таки мы идем, реанимируем только тогда, когда есть обратимое состояние вот, человеческого организма. Вот шел, упал, мы видим, что человек когда, еще... вот, вы знаете, да, есть четкое определение понятия, когда человек агональный, вот он уходит в тонатогенез, то есть процесс умирания, и вот пока еще он, скажем, держит температуру, уровень какой-то метаболизма, да, клетка функционирует, это обратимая ее часть. Тогда, а когда все это уходит на нет, это необратимая биологическая смерть, и когда вот что ни делай, даже самый опытный врач, конечно, с этого состояния никто не вызволит. То есть время, опять же, с временем мы не играем, мы всегда вдогонку со временем. Когда работаем с тяжелыми больными, мы всегда, вот он всегда тяжелее, чем мы что-то делаем, понимаете, да? Вот в этом вся соль и сложность работы в экстренной ситуации, в сложной ситуации. Да, просто у нас как раз, я помню, пару случаев из практики, когда в больницах умирали люди. И там такие журналисты, я их называю в кавычках, потому что они, не разобравшись в ситуации, сразу начинают обвинять врачей. Но при этом надо прояснить, что есть состояния, при которых даже врачи не могут оказать первую медицинскую и в целом даже квалифицированную помощь, потому что есть состояния, при которых человек уходит моментально. Там делай, не делай, все равно ничего не получится. А тут же начинают валить весь негатив на медицинских работников, что они не спасли жизнь человеку. То есть такие случаи есть. Да, надо тоже об этом говорить, что помогай, все равно уже не поможешь. Но еще есть, знаете, да, в медицинской среде, можно сказать, да, есть четкие противопоказания к проведению любых реанимационных мероприятий. Это отказ пациента. Второе, это вот терминальная стадия, четко верифицированный диагноз онкологии терминальной стадии, да. И когда есть травма, несовместимая с жизнью. Понимаете, да? Оторвало половину туловища, мы же не будем реанимировать. Понимаете, да? Поэтому такие ситуации. Конечно, всегда мой учитель, там, наш с вами учитель, Антон Спиридонович Григорьев, знаете, наверное, да? Конечно. Он всегда говорил, что реанимация должна продлевать жизнь, а не смерть. Мы должны четко понимать показания реанимации, перспективы реанимации. Да, вот это очень актуальный вопрос. Как распознать инсульт? Вообще сердечно-сосудистые заболевания, они же являются причиной смертности по всему миру. Одни из главных причин. Поэтому вот знание основ, скажем так, вот, чем же проявляется инфаркт, чем же проявляется инсульт, это вот должны знать каждый человек. Инсульт вообще это острое нарушение мозгового кровообращения. И на этапе первой помощи, вы знаете, да, никто точно диагноз не поставит, что у этого человека инфаркт, у этого человека там инсульт случился. А в клинике он вот лежит без сознания, в обмороке, понимаете, да, или дышит. И вот на этапе первой помощи без диагностики, без своих лабораторных данных я же не могу ничего поставить. Я буду работать только синдромально. Если плохо дышит, я буду помогать ему дышать. Если остановился, там, понимаете, я буду делать реанимационные мероприятия. Понимаете, это вот на этапе первой помощи это очень сложно говорить, что же с ним произошло. Но есть классические, скажем так, симптомы инсульта. Вот, говорят там
плохо поднимается какая-то часть, левая или правая часть, вы должны обратить на слабость или какие-то онемения чувства. Да? Это может быть девиация языка. Открываете рот, и язык в какую-то сторону. Улыбаетесь, оскаливаете, опять же, остается какая-то часть губы, например. Да? И очень часто бывает дизартрия. Но это очень классический вариант начала, скажем так. Но не всегда так да, бывает. да. Но я вот опять же хочу рассказать случай из практики. Например, да, как может начаться инсульт, на что следует обратить внимание. Например, бабушка, например, да, будили ее будильник к завтраку, а она не просыпалась. Она вот просто лежала с закрытыми глазами и глубоко, тяжело дышала. Вот инсульт может начаться в состоянии кома. Понимаете, инсульт, клиника ее зависит от локализации, вот где оно произошло. Понимаете, да, вот она вот началась с кома. Либо молодой человек там гулял всю ночь и пришел на работу, там, а потом и вел себя очень неадекватно, выражено было психомоторное возбуждение, и резко взял и упал. И психомоторное нарушение. Вот в этой ситуации начиналось признаки острого нарушения мозгового кровообращения. Либо это может начаться как из необычных острых головных болей. Это тоже признак, понимаете, да, всегда надо быть настороже, тем более, если у пожилых людей, у группы риска, понимаете, да. А инфаркт? А инфаркт классическое, вот очень жжет прям сердце, да, в области, и если оно реагирует, распространяется в левую часть, там челюсть, плечо, там, конечность, да, в руку, то, конечно, скорее всего, это инфаркт. При этом сжигающий там боли, там, при этом плохо дышится, слабость может наступить, да, из-за выраженного падения артериального давления, конечно. Вот как раз в начале программы мы говорили там, про шашлык, да, которым человек поперхнулся. Ну, первая помощь, если подавился или захлебнулся. Первая помощь, но если вы конфетки ел, и там на моих глазах он поперхнулся, конечно же, я буду делать прием Геймлиха. То есть но при этом это Геймлих не сразу же делается. Сперва мы подошли сбоку, мы говорим, опять же, если незнакомый человек, вам нужна помощь, потому что это все-таки прием с телесным контактом, да, там, постучать, немного наклонив человека, постучать по межлопаточной области, да, вот таким вот образом, четкими резкими движениями 5-6 раз. И при этом самое главное не переборщить, потому что все-таки мы делаем не для того, чтобы нашими сильными ударами извлечь инородное тело, да, а делаем, значит, провоцируем кашель. И только кашель может извлечь инородное тело с дыхательным путем. Понимаете, да? Но если этого не помогает, мы уже применяем прием Геймлиха. Понимаете, да? Руки в области верхней части желудка, да, где солнечное сплетение, наклоняем человека, и резкие движения, вот так вот. Движения, чтобы как икотные, вот так вот движения должны быть, чтобы вот действительно была разность давления в дыхательных путях. И вот таким образом мы можем извлечь инородное тело с дыхательных путей. Как взрослых, так и детей? Или как? Ну, есть особенности там при аспирации у младенцев. Например, там кладем на руку головой вниз, вот они лежат, похлопываем по спине, потом поворачиваем, смотрим, там очищаем, он там продолжает или уже там розовеет. Если нет эффекта, лицом ко мне, и вот такими руками вот резкие движения в области нижней трети грудины. Вот опять же эти движения должны быть. Как определить анафилактический шок? Ой, знаете, да, анафилактический шок недавно у меня случился в операционной, ужасно. Это потому что я хочу сказать, анафилактический шок нельзя его предвидеть. Предвидеть невозможно. Очень сложно работать с анафилактическим шоком, да. Когда речь идет о медицинской помощи, конечно же, есть четкие алгоритмы оказания помощи при анафилактическом шоке. А на этапе первой помощи то же самое. Вы знаете, Вот да? дома же он у меня может возникнуть. Как быть? Да, как быть? Вы знаете, да, у людей, у которых был в анамнезе анафилактический шок в Америке, да, в каких-то других странах, как инсулин. Инсулин же шприцы есть, только они вот... Адреналин. Адреналин. Да. Но у нас такого нет, и поэтому вот все стандарты оказания первой помощи. Человек упал без сознания, стабильное боковое положение. Если при этом еще дыхания нет, проводим базовую сердечную легочную реанимацию. Понимаете, а уже специализированное лечение медицинское, да, и там лечение адреналина и так далее, это уже привилегия медицинских работников. Понимаете, да? Как грамотно отработать навыки оказания первой помощи на манекенах? Они эффективны в данном случае? Конечно, очень эффективно. Уже руки не боятся. Тренинги на симуляционных манекенах очень-очень там помогают для студентов. Но я хочу сказать, манекены не должны полностью заменять для студентов работу с больными.
Сейчас же больше идет какие-то ограничения для студентов. Я вот с ними работаю, я вижу, да, то, что все они в симуляционном центре, а должны больше работать с больными, например. Да. И наша вот практика, когда нас пускали там самостоятельно дежурить, работать с ними, это была самая великолепная практика школы советская школа, ну, была, да. Такая работа вот была очень эффективна. А сейчас вот новые стандарты обучения на симуляционных, ну, я не могу сказать, что это плохо, это наоборот очень хорошо, но при этом должна быть четкое, скажем так, понятие, вот, то, что она не должна полностью заменять работу с больными для студентов. Что такое тактическая медицина? Ведь сегодня такое понятие стало актуальным и довольно-таки часто звучит из новостных. Вы знаете, да, я в начале весны, когда вот началась военная операция на Украине, да, была приглашена вот несколькими организациями, связанными с этим, да, и вот они меня все время пытали вот по тактической медицине. А у нас, в Министерстве здравоохранения, у нас в здравоохранении такого понятия, как тактическая медицина, нет. Нет такого понятия, понимаете, да? И вот тактическая медицина, как можно сказать, больше актуализирована военными. И тут идет в тактической медицине, конечно же, это сейчас очень актуально, но при этом они, вот, если мы четко понимаем, что такое первая помощь, расширенная ее часть, там, медицинская помощь, да, то тут в тактической медицине очень много, скажем так, взаимствований между этапами, понимаете, да? Мне говорили, научи интубировать. Ну как, где в поле боя можно интубировать? Ну, может быть, где-то в зеленой зоне, как они говорят. А самое главное, в поле боя, наверное, все-таки остановить кровотечение, да? Потом вывести его в более безопасное. Там. Ну, таким образом, да. Но все-таки это очень актуальная тема. Должна быть все-таки совместная работа министерств для отработки алгоритмов, чтобы не было путаницы. Да, понятий, вообще ответственности и обучения, чтобы пошло вот в едином понятии. Ну, я знаю, что вы еще и руководитель некоммерческой организации «Школа первой помощи», активно работаете по улусам республики. А каким образом можно к вам обратиться, возможно, подать заявку, чтобы такие курсы были проведены на предприятиях или в районах республики? Сейчас у нас вышел приказ по Минздраву, то, что на местах должны там, центральные улусные больницы организовывать подобные обучения в целях пропаганды, да, скажем так, первой помощи среди населения. Я думаю, что и на местах можно решить эти вопросы. А, конечно, ко мне на курс, конечно, можно попасть, и меня там зовут. Я при наличии времени я всегда пытаюсь помочь. Все сводится к тому, что у нас же нет времени у всех, понимаете, да. Но я стараюсь очень помочь тем, кто обращается. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в студии была врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, работающая в перинатальном центре отделения акушерства и гинекологии реанимационной, главный специалист по оказанию первой помощи Министерства здравоохранения Республики Наталья Георгиевна Иванова, с которой мы давно знакомы. Человек очень активный и продвигает идею оказания первой помощи по республике в районах и посетила уже, наверное, всю республику. Еще почти. есть. Но еще есть, там есть, поэтому приглашайте. Наталья с радостью реагирует на такие приглашения, будучи руководителем школы НКО, некоммерческой организации. Благодарю еще раз за то, что сегодня нашли время, пришли в гости к нам в студию телеканала «Якутия-24». На этом программа «Якутия Лайф. Мой доктор» подошла к концу. Я желаю нашим телезрителям всегда оставаться внимательным к себе и окружающим, помнить про правила оказания первой помощи. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем, чем живет здравоохранение Якутии. С вами был Иван Луцкан. Берегите себя, здоровья.